Краснович Галина Антоновна. Декабря 28-го. Тут родилась, и тут и живу. Крещеная. Ну, и в церкву имела. Силу ходила в Красное. А тут вот у нас, як только батюшка приедет в нашу церковь, каждый раз ходила. Но в эти 2 года уже не могу дойти. Не хожу. Але даю Тане внуки на бывая ходят. Даю, поставил за здоровье, свечечку, за упокой. Ну, даю ей. Говорю, детки, я уже не дойду. И работала. Сразу, как только нашелся колхоз, это, не было документов, не давали справки, как сделать паспорт. А без паспорта что не брали. На работу. Вот этим сезоном, где робила. И на пути робила, и на дороже шоссейной робила. Ну, тоді вже зробила паспорт. Зробила паспорт, і вже робила у Гуталинцу в Красному. А з Гуталинки, а і в магазине робила у Красном 6 годов. В нашем магазине уборщицей была 2 года. Вот так детей годовала. Ну, 6 годов была в этом, в Красном. На расфасовство была. Я там. А то там увольнилась. Тут бабы наших ездили в Минск в охрану. А кидай ты, каждый день ходишь на работу, кидай. Поедем в Минск, ищем, тебе будет место. Одна женщина уволилась. И стала я в охрану, 10 годов ездила уже в Минск. Сутки я дроблю, а 3 дома. Это ж великое дело было. Ну, и тогда детский от Минска пошла я уже на пенсию. Вот я такая моя жизнь. Детей имела. Ну, все дети хрещеные, все хрещеные. Сын у Пинску живе. Средняя дочка умерла. Уже 7-й год как умерла. 2 них только осталось. Она в Петровщине, Соня моя, и у Пинскую сын живе. Мужика похоронила 59 годов. Уже 25 годов я як одна. Будет 30 августа, это месяц, 25 годов. 30 августа он помер. Он на фотокарточку. Даже не давали швинчаться, аж было, время такое было. А мой сын все равно после обедни у церкви отвелось все, сговорились с батюшком, пошли, вот, не одевались, ни венка молодая не надевала, ничего. Пошли в церковь, там оделись, повенцов батюшка. И прямо як утихара. Ну, кто хотел там, знали люди, в церковь не выходили поглядеть, ну, которые. Это аж там в этом, в Солицком районе, он был моряком у Пинску. Познакомился с девушкой. И она была 120 километров от Пинска, Солицкого района. Вёска звалась Рублевцы. Рублевцы такая вёска большая, много улиц. Там неколи лес был, вырубили лес. И вот Рублевцы назвали, вырубили лес, Рублевцы эти, вёска. Ну и там свадьбу робили, уже в одном месте робили свадьбу. Далеко туда-сюда ездить, знаете, далеко. Ну, 400 километров чем-то вот треба было ехать. Боли. Ну, так, уже там еще на месте. Ну, повенчались, на первый день расписывались, а на другой день пошли в церковь, повенчались, венчаная.
А я сама тоже венец. 58. Почти я уже у скорости уже было прикрыто. Уже я еще нормально все было тогда. А после уже скорости не давали. Уже свадьбы были уже не венчанные. Уже люди только расписывались и все, и не венчались. Ну, был такой указ. Ну, это государство так их робило. Ну, можно не за ничего. Ну, я что, ходить хотели в церковь. Венчаться уже не венчались, уже наказывали. Это не ходили в жаки. Или возле дитя яйка у школу, кут поставить. Ну, за уши закрутить. Ух, говорили эдак, як то мои дети еще сами малые были. Ходили в жачки, идут со школы. Так же дети тёлек устанут ранечкой ходят в жачки, идут со школы. И зайдут, дети, знаешь, ну, не придут, тянешь, не придут. А на такой день мой папа рассказывал, детки мои будут приходить жачки. Хотя не отправляй никого. Хоть уже не моя яйца, все продать. Ты хоть булки отрежь, дай дитячие, ну не отправляй. И песенники ходили, пели. Никогда в жизни никогда не отправляй песенников. Ну, святую песню опять. Ну, мне казал, никого не давай дети. Я уже конфеты купляю. Так придя, я людей. Так я дети приезжают, где каждый шуша, до батьков там, до бабушков. А душой же. Так чужие, не знаешь, какие придут. По 5 штук, по 6 штук, по 3. Вот так вот придут. И попытаюсь, чьи вы, детки мои. Тогда они уже мне толмочат. Мы той бабушки. Ну, мы из Минску там, то есть молодечно, кажется. Мы приехавши, ходили в жаки. Ну, расскажите, что на этих фотоздымках? Вот это ваша венчальная, так? Моя венчальная. Я венчалась. Ну, Вот. Это у молодости вы так. это в молодости все молодая была. Мгм. Ну, А это ваш сын венчается, так? это мой сын. Это мой сын. Вот. А где венчались? У- Молодечно? я у Красном венчалась, Ага. а сыну там у Пинску. У Пінску это Да. было. Угу. Ну, ось. І гэта я бачу, что это, видать, вы на фотоздымку, так? Да. Вот. И тут это вы уже у той самой хустцы уже танцуете, так? Ну, а це На от веселье на уже. платці так бралася, що в церкву треба було платок зав'язувати. Ну. І це я вичила вперед. Ну, а гэта ще бачу, я не знаю, що їх поставив каля царських дверей. Каля царських дверей. І щоб подводя молодих до царських дверей. Там взяли целують эту ікони, і ти один з батюшком. І это у яким это годі було? А дітки, я тебе вот так тебе не можу тебе сказати. У 70-х чи 80-х уже? 80-е уже, видать. Ну, вже це ж уже давно вже було. Десь вже ще. Мгм. А это вот сім'я ваша на Вялікдзень собралася, так? На гэтым, так? Ну, это Аркашка, Соня. Только они отъехали, они мои внуки. Внуки отъехали от меня.
А это приехали. Мгм. Я посуду только помыла, в хате уже все туда очистила. Приезжайте эти. Соня моя, ну, і Зіні до мяне. Ну, А гэтыя фотаздымкі, гэта як вы на фэсце у гэта Белева. у Белеве я была у сястры. Ну, Ну, гэта як на Іллю. на Іллю, ну, Ну, на Іллю. Ну. бо там царква была у Іллі, на Іллі, а пабурылі гэтую Уже не царкву. было. Там женщины цветы посаживали, приносят иконы. Там крест стоит. Это место. Ну, у Белеве. Ну. И папа не, я помню, я эту церковь. Со 2-го года был мой папа. 1902, я помню, я эту церковь ставил. Все-таки разбурите. Я ж еще раз скажу. Были на чисте бураки. Во-первых, сдавали сделки бураки. Ну, каждому по очереди в хате, по хатах. Всех нас собрали, баб, подчевать бураки. На машине повезли. Остались только старые и малые. Вот как мои батьки были пожилые и старые. Ну, приезжая шофер и каже, женщины, нашу церкву разбирают. По нас уже приехал. Был уже померганный. Як його фамилия? Такой беды уже. Шофер, это ж 5 километров, мы кажем, не вязи ты нас на мост, вот теперь он мост есть, а вязи у брод. Напротив церкви там он брод есть. Там был неколи мост, але ж спалили немцы, спалили его вёску, немцы спалили, ну, а не мост. Ну и тогда нас у брод привез, и мы всех награнули на эту, на церковь. А дети, откуда дети брались? Бабы стоят, старушки, и плачут. Уже было все поломано, разрушено, уже выносили все эти иконы. Поломано было. Разбирали, в Ростраху тягнули ну, шифер на машину. Бабы с машины шифер тянут, а я машиной по лесу, там у лес и поехали, повезли школу накрывать у Виверах. Так же государство не дало школу, бы оно, их церковь треба было разбирать. Ну, дети как засыпали по этих партийцев у всех каменьями. Все позлазили страхи. Боялись, что забьют каменьями. А дети, так, ну что на детям сделать? Отдельно откуда брались дети. Камень их засыпали. Всех позметало. Тогда, детки мои, 2 женщины тут такие были боевые. Все оправдались. Их тягали у молодежи, там допрашивали. И наш шофер, что он уже приехал, нам рассказал. Ему шофера, она тоже давали ему пшипаленый. Ну, это и все-таки мы довоевали на церковь. Довоевали, собрали гроши, накрыли церковь. Ну, с усіх церковь что же разбирали, по всех кладбищах церковь разбирали. У Красной привозили иконы. Батюшка тогда, это ж батюшка ж приходиш його, давав ікони. І зробили знову
Всю в церкві зробили, як і положено. А тоді вже батюшка говорить, побив, обложив кирпичом, накрив, і вже купол він зробив, вже обладив. А тепер, як сказали, в церкві зробили ремонт, а я вже не дойду. Так мне уже хотелось подойти в церковь, а я уже не дойду. Я уже не могу. Я же с палочкой хожу за хлебом. Тут приду, баба приносит хлеб мне. Ну, подносит сумку. Я уже, детки, уже не могу ходить. Ну, так. Вот отвоевали церковь. На всей Молодежском районе только у нас одна церковь в Мисаке. У всем Молодежском районе. Всюду по овёсках разбирали, где вот высовцы, хлебами. И всюду, где моя Соня у пожарища нема, теперь у Белеве нема. Всюду, где по овёсках были, церковь на кладбище всюду поразбирали. Поломали, поразбирали. А у нас отвоевали, бабы отвоевали. Ну, устекали с шифером, а дети засыпали камни все сбили. Разбирали Христиану церковь, отвоевали. Отвоевали. Детки, их Бог наградил. Один Абрамихи уже не будем выказывать, хоть настолько мы благие были. Был председатель сельсовета, это же он еще навел же, тут это все партийцы. И он повесился. Это уже сельсовет от этого увольнился, стал у лесхоза кладовщиком. И там, казали, он и кладовца повесился. И он. Так Бог наградил его, и он повесился. А другие, ой, с Писаровщины был один, тоже там один. И он сам не писаровский, эти наезжали, там до женщины пришел, жил здесь. Он был, ходил за податками. Ну, теперь платить треба было мясо, что государству треба было платить. Ходил. А я там, чем я там этим был. Ну, он стек дров, отсеку себе пальцы. Яровщины один там был, такие партии тоже. Некая хвороба такая, ров, гвалт ров. Так ему болело все. Ну, живцом я его ела. Так Бог дул. Больше вылазили. Ну, говорили люди. Я ж не знаю, от людей я чую. Он и помер. Такие все несчастья были. А это... директора школы Зивер, сын под трактор попал. Уж на школьном дворе, школьный трактор на школьном дворе. Вот такое мне. А такое несчастье у хате было. Скручено, все фиранки, все на свете поскручивает за ночь. Раскручивает и снова робится. Сказали, уже там батюшку Пащенцову, и что не робили, ничего не помогало. Такая сила была, что пищал там, кричала нечто, все. Я ему за то, что разбирали церковь. Нельзя детки это грабить. Ну, вот это, в общем, как поправилось. Ну, а она, бедная, шофера еще тягали. Молодечно. Ну, ничего не... Я двух баб.
Тому що ще ж баби там були. Але я не знаю, що ж болі вправлялися. Може, брахали болі, знаєш. Такі дві баби. Одна за того, за сонячна хата. Ну, як тобі сказати, Кирилова Соню, знаєш, щотка її була з цієї хати. І Надя ж це її матка. З цієї хати так щотку її тягали. Там все на конца, там ще одну бабу, а їх вже не помирали немає. Ні одне, ні друге. І один шофер помер, він в Ярадові жив, примах був. Він сам Місацький были поляки, был пан, так они были парабками. Так, и они тоже наезжие, они месяцкие наезжие. Вот эта икона, это з якой ходили венчаться до шлюбу, так? Ну, я икону эту, ну, венчалась, ну, здесь. От. А откуль ви брали ікону? У церкви купляла, Ага. церковная. Батюшка Ну, купляла икону. та можна було у церкві купляти. Да, М. можно было в церковь купленная. И всем дочкам, и сестра, все купленные в церкви. А вот ті ікони, що були у церкві у Місоті, як церкву... Не мешайте Ні, красным. але Это вот... наш приход же ж, Кращенский. Ну, але вот ікони, що були тут у нас, як церкву розібрали эту Ну, дах. которые поломали, а которые были еще не поломанные. Ага. Повешивали. А тогда батюшка того привозили с чужих, вот, деревенских уже в церковь иконы. Батюшка давал в церковь. Купляли, то и купляли. И новые куёчки, в нашем церкви пара неких штук. Купляли, батюшка купил новую. Ну, все за наши гроши. Ну, що за ваші гроші це зроблено. І отлив зроблений в церкві, і куплено все за наші гроші. А вот кажуть, що ховали ікони у війну, так? Люди по хатах ховали ікони, тікали. Ні, не ховали. Чому я був? Не ховали, були це. В хаті було. Може там хто зимов, не знаю, ховали, може хто ховав. Ну, у нас було темно. При моей памяти, сколько я была, як висела икона, так и висела. Не, але тыя, што былі ў царкве, і вот што з царквы ўзялі дадому, каб захаваць іх. Дому никто не брал, даже церковь там. Мне никто не разбирал. Не знаю, где она икона, я не пойму. Тогда, может, в церковь забрали у Красную, а тогда батюшка сюда уже повешивали. Помнишь, на дворах не были? Доброго нельзя в Красную, может, были все они, это иконы, а те уже, что было поломано, что целое век. А вот ці помніце у вайну, як было? Ці хадзілі ў вайну ў царкву? Ну, что я еще, как немцы пришли, мне было 13 годов. 13 годов было мне, как немцы пришли в войну. Ну что, детки, погорело все. Месяца все сгорело. Ну, тогда, может, и не хотели, что в церковь. Может, в церковь, чтобы родила церковь у Красного. Ну, и до Месяцова приезжал. А на Месяцова только приезжали, ну, в 6. И хлеб же свинцать не свинцали. Да.
уже у Красном там сенцу. Кто уже пойдет на всеночную, там посенцая. Кто на всеночную ходил. И не разрешали. Уже это уже главная церковь, уже, и что-то уже не тримала сена. Крыжик, пам'ятаєте свой перший? А що? А ці пам'ятаєте перший свой крыжик? Постирала. У нас цепочка порвалася і постирала. Два крести згубила. Уже третій крест наш. Тепер вона ніцу нашу. Ну, от і бачиш, що робиш, як порветься это. Детки у церкви. Церковне все. А тут раз он мне положил, батюшка ходил, Сенцов положил. И я взяла эти иконки маленькие, чтобы в ходе батюшка клади на стол. Взяла такую, зробила скриночку, разукрасила, все это, сказала это, иконки. И так хорошо она это была зробила, и тут стояла на столе. Пришел батюшка, скажет, ну что ты так сделал? Я еще нигде так не видел. Так уже ему понравилось. И он туда взял, вынял хрестик и с цепочкой желтенький и положил ей икону на икону скриночку. Приходит она, я говорю, вот тебе, батюшка, подарок положил за то, что ты сделала хорошо. Так я ей говорю, крестик, як вона померла, я її матка я її померла, я на крестик цапила її. Ходили где-то на всеночную, я сама ходила, на всеночную ходила. Девкой была ходили, соберемся и пойдем. У Санюты тут Зылевой подруга была. Ну, на Красном еще живе. Красном она. Старушка она, старейшая за меня. Через 2 года. Ну, так ходили мы и Толя. Чисто вечер ходили. И в свечке. 12 раз спали в свечке. На коляды ходили. Красным ходом ходили. Уже после подросла, так ходила. В церковь ходила. А ці пам'ятаєте, які батюшки былі? Што гэта былі за людзі? Як яны жылі? Помню, у мене вянцов батюшка, я помню. Але як його звати, я Бог його веде. Вже забила. Ну, а тоді ще там були батюшки. Змінювалися все. Ну, а тоді це вже 22 года, 23. Это был, кто помер. Хоронил наша Васю, Сонина мужика. Батюшка негде был, поехал с городка. Як уже есть, наш так батюшка молится хорошо. Он прибрался, значит, это другая парафия. Знаешь, прибрался. Так как на меня видели, хотя я такую шапку красную одел. Ну, так прибранный был. Приехал. Туди. Я пошла, он приехал сюда, в Месяту, служить обедню. За Месяту, и коли Месята тут появилась. Я пошла в церковь, сталася его. И коли на 40-ю приехать, вот сколько я на 10, на 9 у Красная. Он говорит, это твой зять. Я говорю, да, мой зять. Хоронил я его. 40-ю, годовую уже сюда приезжали. Ну, как приедет он по хатах ходил, уже свинтить. И питается у меня, сядя вот на диване. Баба кажет, ну что она зим говорит? Что она, оказывается, такая капуха уже на улице такая. Я говорю, что она зим говорит? Она все питается. И помогая, все колхоз есть.
И что, все, и она осталась такая молодая. Ну, мы ще рады сотри вспоминал. Тогда уже не вспоминал, прежде уже не вспоминал. Рады сотри вспоминал. А за савецкім часам-то ходили ж по хатах, свянцілі хаты, не? Не, не, не ходил. Ходили вперед. Вперед ходили, как можно было. Не ходили по хатам. А калі... Это Павел, як заступил, у скорости разрешили уже ходить. И так я уже, так он уже сказал, понравилось мне месяца, так я любил месяцу. Так меня, каже, як на празднику встречали все. Каждый по хату зайшов. Ну, я не знаю, чи ты хочешь, чи ты не хочешь, идти, не идти. А як встречаю, так идел. Ну, это ён у 90-м годзе прыйшоў. Ну, и приезжал свянтить. Каждый раз участвую было перед давней. Приезжали до нас батюшки. Сына так само, по его стежках робит. Приезжал их и свянтить кветочки приезжал, исповедать, и вербочку свянтить. Всегда приезжал, який праздник, всегда приезжал. Насколько на году, сколько раз он приезжал в эту церковь. Ну, на сьомуху по вулиці йшов. Кожен збор святів. Вялікдзень людзі прыходзілі яечкі свяціць, так? Ну, Яшчэ што можна было свяціць у царкве за савецкім часам. ну, студентки не разглашались сюда. Было, што людзям за тое, што яны хадзілі ў царкву. Ничего не ходили, кто что робил. Было свянцаць, а калі свянцалі што, то Носили, я себе, короче, идут на усюночную, и там посвятить. Ну, а тайком гэта рабілі? Цішком? не так, там уже открыто, это батюшка там уже свинцов. А сюда уже не разрешали приезжать. На повестках не разрешали. Молитвенничек был. По молитве, молитве, все молитвы знаю. На памяти все знаю. Все память, трохи памятаю. И все. За савецкім часам людзі так вот зналі малітвы? Ну чему? Чему не знали его? Читали люди, ходили в церковь и читали, кто грамотный был. Учились. При Польше батюшка приходил в школу. Батюшка приходил, который меня венцов, помню. Который меня венцов, сейчас Сережа даже крестил. И красивый, высокий батюшка. Приходил в школу час. Кто уже польский был, да кто и уже иди домой. А православные учил молитвы. Целый час он уже с нами. После советских уже все. И разрешили. И ходил. Дык вы, значыць, яшчэ з польскага часу памятаеце многія малітвы, так? Да. Что я один класс, другой класс. Перешел в другой класс. Самые войны. Самые войны. И пришли русские. Поляков догнали. Тут у скорости школу некую ходила. Три класса. Я только 3 класса кончила школу. Сейчас это перешла и война, и все, и капут. И хорошо так училась. Писали на листку, оно посылали. Эту диктовку. Ну, я тебе, ну, ты же понимаешь, что я тебе говорю. Ну, и диктовала наставница. Вот уже забылась, правильно, як ее звали наставницу. Забылась, ну, и диктовала. И так благо понаписывали. А то было, что я у Раяну на 3, на 2 понаписывали. А я одна написала на 5. Это Толя Сапронов. Ну, что тут Сапронов Толя, я тебе сказать, кляпушники. Перед пушникой хата зеленая. Тут со мной
ходил. За мной сядет, да кажа, за мной сядет, да кажа, как тебе руки подвалились. Нас усіх опозорили, нас усіх. Наставниця ж тишина пошли, такое. Опозорили, стыдно ж так написывали. А она еще, говорит, мой листок подняла, показала, подивіться, як Хомчик написав. Моя дівчина була Хомчик фамілія. Во як Хомчик написала, як акуратненько, чистенько. Ой, як Сяня помню вона. Як Сяня я напомню. Писала другую. Думаю, боже, боже, хотя как написать. Хотя как написать. Так старалась. Буду смеяться из меня, что сказать, во, выдатница, мы хорошо написали, а ты была. Все равно на 5 написала. Ну, уже тогда я не в жилете постарались. Она уже так рисовала, так помаленьку, так уже аккуратно уже там. Ну, ой, написали добре. А тогда я не знаю, треба в районо посылать, ну, на листки. Ну. Эти церкви агитировали? Не, ну, кто там что, ничего. Может, те, кто и... Я тебя запомнил, таких ничего не говорил. Сами ничего не говорили. Те, кому эти говорили, вот где пойти в других школах. У нас, кажется, мне никто ничего не говорил. Народились вы 18 17 декабря. Ну, Варвары это назывались. Ну, и так чекали уже на вареники пекли на Варвары. Чекали на варенику. Каждый раз такие булочки. На лопату, печь вынести, на поду пекла, на муцицы постилалась, и там что она нечто постилалась, и пекла на варенье, такие долженькие варенье. Сейчас уже прасти не прали. Так-то вот такое, что а прасти не прали. Ну, уже только присуток был. Ну, молодежь справляла, это ж пост было, а молодежь справляла вареники. Вот пары, хлопец и девчина, кого захочет уже, типа кто уже дружит между собой, а который хлопец захочет одну девчину. Вот сколько пар сберется. И я сама даже 2 раза гуляла в этой Варваре. 3 раза. Ну, и когда дни собирались, я помню, у нас вот тут этой Костя был Рахвалов, вот тут вот жили в этой хате. И он музыкант был. Вот, собрались и тут до нас и пришли молодежь. Ну, я-то пошла, сказали, каких девок позвала, позвала под девчат. Хлопцы пришли, я этих девок позвала. И гуляли, загуляли. Ну, что это, шкаф едет сбоку, там стою, ну, тут роскошнейшая. Теперь сам уже отвесила кровати там они. И гуляли, и молодежь гуляла. И даже тогда еще танцевали, это же вот. Таким еще был обычай, что на Варваре молодежь собиралась и гуляли. Бывало дать мама колбасу, там на колбасы что ну и понесу там, где уже мы собирали. Складались, робили. Даже с своим Иваном один раз уже он за мной тут ухаживал, приезжал, Варвары гуляла. Вот и вон иди теперь уверенный. Кондрасовой что-то было за Володину сестру. Там у вон и хате. Вот а Ботецкий уперся-то никто. День рождения это не вспомянул. Да это театр уже.
Такое уже пошло, что тебе день рождения. И внуки, и правнуки, всем треба дать. Да? И теперь, а тогда Варвары ведь я уже эти свои уже знала. А мой Иван, вот, до меня уже пришел, тут мы свадьбу отбыли. Полетела я в его паспорт. Вот ты знаешь, что ты с пасом родился, 19 августа. И не знал, что не обращал даже внимания, что день рождения свой. В около прожил полвека почти. Ну, не знаешь, как. Ой, ну, я это обнаружила. И внучка, которая померла, Сонина, дочка так это, меньшей моей дочки, девушка, тоже 19 августа родилась. А этой Сережева большая девчина сама родилась 2 августа на Илью. И хлопчик родился на Илью. Илюшем назвала. 2 года уже ему. Такие хорошие по интернете видели. Такие хорошие. И Соней даже говорили в интернете. Расскажите, як каляды святкавалі. Ну, коляды саму. И ходили с звездой. Ну, сустракали весельников. Святковали детки же. Все равно хочется при совет. И кто не заставлял, не приходил жалею. А мы всегда батьки и стол хороший робили. Коляду, что ли, ховали своя свинья. Было ж и килбас наробили, вся было. Святковали. Ну, стол был хороший. Старались все. Всегда покидаешь уже, как великая не была колбаса, как была и кунтачок, все. Ну, коровки были, и масло, и сыр, все было. И постили. Я теперь пощу. А мне Соня говорит, мамка, ты уже тебе Бог простить, ты старушка. Ты уже, а я кое детский, хоть тираду за пятничку, хоть ты попащу. Каждый день что не постила. Ну, а попащу. А вот поминали вы Спас. На Спас яблоки ходили свянцать? А як же? Вот, ну, за советским часом, Ну. так? Мама моя еще ходила, носила свянцать. А на вербную вербочки так само, Да. может, ходили? У меня вот были вербочки тут свои, папа, а вон она кветочку посадила. Маруся мне принесла. Юрочка Маруся, в последний год. Уже мы же ходили темный свянчить. А я уже не могла зайти на мне, он принесла кветочек. Я забралась и не могу снять. Ну, хоть память. Я глянула, зато я вижу. Ну, кветочки у меня есть. Ну, на детки ходила, чантила. А сколько ёстиков он шансонных. Там шкаф один стоит в веранде. Наверху лежать. Вербочки. Сила всегда. Их носили. Уперс малые здесь и носили в церковь красное. Сюда же батюшка не приезжал же. А у красной носили. Сама я носила, ходила. Малая еще была, доходила в церковь. Ну, а после уже пошла в школу, уже не так уже стала уже ходить. А после уже дорослая была, так ходила. В церковь сюда Руси пойду. Все, коли пьешь, так коли приходила. Что-то молодая была, долго тут. Раз ты пошел. А до хреща, на хрещение Вадусь так само? Ходил, и папа мой ходил. И туди вже брав воду. А сюди батюшка приїжджав. І сюди ж більше 20 годів
был таким сюда воду привозил. Не привозил его наносить в бочки. Тут в высоте все вода есть санкционная. Уже внучка была привезла Жеменскую, я будьте вот от напитку вот, полторачку налила, уже привезла воды. Дякую вам. И что наговорила, наболтала, вот такое, что, знаешь, уже обычство.